Добрый день, сегодня мы в Звенигороде. Мы приехали в Звенигород, чтобы побывать в музее русского десерта. И что такое музей русского десерта, нам расскажет. Никто нам не расскажет. Только что была здесь. Нам расскажет Светлана. Наша экспозиция расположена на втором этаже. Вы поднимаетесь. Здесь в зале около 15 старинных городецких буфетов. Это старинный миксер, видите, такой. Где-то рецепты, да, где-то какая-то информация. Пирог на Руси был символом домовитости, уюта. Старинные русские пироги, их было огромное количество, они отличались способом приготовления. Это были пироги подовые или пряженные. Карасики — это все маленькие пирожки. Карасики, калачики, калиточки, растягайчики, перепечи. Это все вот виды пирожков. Вот такой вот наливашник, бульончик, раскаленное маслице туда наливали. Видите, это курники наши замечательные, свадебные пироги, несколько слоев начинки. Вот такой вот, пожалуйста, хлебальник. Ритуальная наша выпечка – это жаворонки и колобки, калачи да баранки, любимая. Русский пирожок очень интересный, кокурка. Яйцо прямо в скорлупе облекали в ржаное такое простое тесто и томили несколько часов в печи. Это из разряда подорожников пирожков. Мазуня – это был замечательный десерт у русских людей из черной редьки. Черную редьку брали, клубни, резали, кусочки эти подсушивали в печи, потом терли, перетирали вот с патокой, пряностями, запечатывали в глиняные горшки и томили пару дней в печи выстывающие. Пряники были вырезные и печатные, которые делали с помощью печатной доски. Такая досочка могла передаваться поколение в поколение, ее обмазывали маслом. Городецкие, вяземские, богородские, гжатские, ржевские, вятские пряники были во всей местности. Кулага, дежень, солодуха. Столько всего забыто, но вот я сейчас вам скажу, что наверняка вы не знаете, а хотя вы можете знать. Мазуня. Мои тетушки рассказывали, что примерно такое же, но они называли это паренка. Совершенно из верно. репы вот это все. Совершенно верно. Из медовой лепешки пряник вырос. Самое простое крестьянское дешевое лакомство, ржаная мука и мед. Видите, там нет ни дрожжей, ни разрыхлителей. Собственно, мед был разрыхлителем. Его по весу клали столько же, сколько муки. Сладко, и за счет этого и рыхло. Дорого это вот сейчас. Как бы на пару, чтобы варилось. Туда вот воду наливали, а здесь сама крупа была. Это двухэтажная. Что это за старинная вафельница? Да, это вафельница. Вот это вот обычная такая, ну вот как бы для венских вафель. Вот знаете, сколько весит? Ну, килограмм 6. Пробуйте. Вот хотя бы 1 час. Советская, алюминий. А вот это вот с орлами, царская. Вафли с орлами. Да. А на вкус влияет? Да нет, мы не заметили. Тут у нас вот советские уже, тоже уходящая натура. Кондитерский шприц. Да даже бетончики пластмассовые уже пропали. Сторож для молока. Кладется на дно кастрюли, молоко крутится. И оно, конечно, убежит, если огонь сильный, но это будет замедлено в разы. Даже вот соковыжималка стеклянная тоже уже. Уходящая натура. Это для хвороста. Это настоящий сахарный голова? Да, только у нас вот это не сохранилось. Самое важное в ней была синенькая ленточка вокруг сахарной головы, где было написано ГОСТ, там, когда сделан. Вместо сот у нас вот такие таблички познавательные. У трутня нет отца, есть только мама и дедушка. Виды защипов пирогов. Вот маленький избительник, да, здесь литр помещается. Ну, отгадайте, сколько нужно времени, чтобы набить его шишками, зажечь, и чтобы литр вскипел? 5 минут. Вскипятить литр воды. Так что очень рекомендую в машине, кто путешествует. Самовары все дареные. Получается целая коллекция. Что делает ашпарщик? Ошпаривает баранки, чтобы они были мягенькими, с корочкой ровной. Кто кусочек теста получил, начинаем в ручках его прям как следует разминать. Да дергают стол.
У кого липнет тесто, катаем в шарик. Так и должно, вот оно так и Да, катаем в шарик. Шарик должен быть ровный. Как только у вас шарик будет скатан, кладем его на одну ладошку. И вот так вот большим пальцем протыкаем в центре и вешаем на основание нашего пальчика. Вот у нас будет заготовка такая для нашей баранки. Указательным пальцем вот так вот подглаживаем дырочку баранки и протыкаем, чтобы у нас вот два пальчика вот так вот были. И дальше делаем качели. Раз, два, три. 3 раза прокрутили. Дальше кладем на досочку, ставим указательный пальчик и делаем опять же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Перевернули и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отложили. Наши баранки поднимутся. Раз, два, Я не на три. тот палец наткнул. Потому что баранки у нас из дрожжевого теста, а дрожжевое тесто все время поднимается. Если мы поставим наши баранки без ошпарки в печку, то мы вытащим не баранки, а просто куски разорвавшегося теста. Посыпка у нас будет сахар с маком, сахар с корицей и кунжут. Вот он делальщик-то, а? В Звенигороде есть что еще посмотреть, и кроме музея русского десерта, например, знаменитый храм на городке, в росписи которого участвовал Андрей Рублев. И там дальше Савино-Сторожевский монастырь. Сюда можно прийти, на этот земляной вал, который раньше ограждал древний город Звенигород от врагов. И съесть, например, сухое морковное варенье. Спешите в Звенигород, пока его еще не совсем застроили несуразными строениями. Пока.